Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Дополнительно 2 самолета амфибии Би-200 МЧС России прибыли в республику для тушения лесных пожаров. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера. В ряде районов ограничат охоту на период действия режима чрезвычайной ситуации. Возвращение легенды на российскую арену. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» выступит в новом сезоне. Дополнительно 2 самолета амфибии Би-200 МЧС России прибыли в республику для тушения лесных пожаров. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе брифинга о лесопожарной обстановке накануне. Помимо этого, главой МЧС России Евгением Зиничевым принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации межрегионального характера на территории Якутии и Иркутской области. В целом по республике лесопожарная обстановка остается тяжелой, отметил глава. Также власти региона планируют создать резервную группу из 75 специалистов лесопожарных формирований Приморья и Хабаровского края. Они будут привлекаться к оперативному тушению крупных пожаров. Для доставки наземных групп самолет «Сухой» «Суперджет» привлечен вертолеты Ми-26 и Ми-8. Всего на территории региона сосредоточена авиационная группировка МЧС России в количестве 15 единиц. Это 10 самолетов и 5 вертолетов с ВСУ. 20 августа ожидаем ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы в Якутске. И тогда, безусловно, начнут Б-200 работать здесь. Кроме того, в тушении задействованы силы Минобороны России, иных федеральных органов исполнительной власти, работают лесопожарные формирования соседних регионов. В условиях обстановки, сложившейся на территории Якутии и Иркутской области, принимая во внимание неблагоприятный метеопрогноз и с учетом обращения главы Рослесхоза, в соответствии с постановлением правительства номер 376 УЧС в лесах, предлагаем: первое. Ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера и установить федеральный уровень реагирования. В ряде районов ограничат охоту на период действия режима чрезвычайной ситуации в лесах из-за природных пожаров. Глава Якутии подписал соответствующий указ. Ограничение охоты относится к 24 районам, где сложная лесопожарная обстановка. Запретить до отмены режима ЧС в лесах регионального характера охоту в общедоступных, закрепленных охотничьих угодьях и особо охраняемых природных территориях, говорится в документе. Минэкологии региона поручено обеспечить контроль соблюдения ограничений. Северо-Восточный федеральный университет направил 1 миллион рублей на строительство домов в селе Бязькёль. Соответствующий приказ об оказании целевой помощи из внебюджетных средств университета подписал ректор СВФУ Анатолий Николаев. Денежные средства направлены на счет общественного добровольческого штаба республики. Материальная помощь в размере 1 миллиона рублей целевая и направлена на строительство новых домов, разрушенных пожаром, сообщил ректор университета. Также в СВФУ начался сбор заявлений на оказание материальной помощи студентам, чьи дома сгорели или пострадали от природных пожаров. Лесные пожары – это беда, которая коснулась абсолютно каждого. Пока огнеборцы противостоят огненному апокалипсису, жители ближних районов и города Якутска задыхаются от смога. Как обезопасить себя и своих близких, расскажет Полина Долинская. Даже отдаленные от эпицентра районы задыхаются от смога, который не щадит никого. Взрослые, дети, пожилые люди, а также те, кто находится в группе риска, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательных путей. Пока ситуация остается напряженной, все, что остается, это принять меры безопасности и максимально снизить риски. В городе Якутске по вопросам получения рекомендаций для лиц с острыми хроническими заболеваниями органов дыхания необходимо обратиться, позвонив на горячие линии поликлиник по месту жительства или через приложение «Облачная поликлиника». При ухудшении самочувствия позвонить на телефоны 03 103 112. Согласно рекомендациям медиков, на период сильного смога людям с ослабленным здоровьем следует как можно реже бывать на улице. Окна в помещениях держать закрытыми. В жилых и рабочих помещениях задействовать устройства для увлажнения воздуха. Использовать одежду свободного кроя. Снизить физические нагрузки. Употреблять как можно больше жидкости, а при передвижении по открытым пространствам не пренебрегать влажными марлевыми повязками.
Помимо этого, организму в борьбе с задымлением существенную помощь может оказать употребление в пищу продуктов, содержащих вещества антиоксиданты. Зеленые овощи, зелень, черника, клубника, смородина, гранат, морская рыба, грецкие орехи, нерафинированное и оливковое масло. Витамины и кисломолочные продукты должны составлять большую часть рациона. В качестве успокоительных и антистрессовых средств специалисты рекомендуют настойки валерианы и пустырника, а также отвары крапивы и ромашки. Как минимум раз в неделю проводите влажную уборку в квартире. Чаще принимайте душ и стирайте одежду, чтобы не приносить домой грязь с улицы. Регулярно промывайте нос и горло соленой морской водой. Побольше пейте чистой воды. Эти рекомендации простые и доступные каждому, не защищают на 100%. Но даже следуя им, можно значительно облегчить жизнь себе и своим близким. Пассажирские перевозки по рекам республики возобновили в связи с улучшением метеоусловий, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Паромы курсируют по расписанию. Напомним, ранее движение судов по реке Лени приостановили из-за сильного задымления от лесных пожаров. К другим темам. Круглосуточные посты ДПС будут выставлены сегодня и завтра в Хангаласском Улусе. Дорожные полицейские будут выявлять нетрезвых водителей, а также вести профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии нового учебного года. Всего с начала года на территории района зарегистрированы 13 ДТП с пострадавшими. 1 человек погиб, 18 получили травмы. В 2 происшествиях виноваты пьяные водители. Также призываем водителей быть предельно осторожными на дорогах в связи с задымленностью, которая наблюдается по всей территории республики, в том числе на территории Хангаласского района. Госавтоинспекция Хангаласского района рекомендует водителям двигаться со скоростью, позволяющей контролировать ситуацию и вовремя затормозить. Не следует забывать о соблюдении дистанции, включении фар и габаритных огней. Просим всех водителей воздержаться от поездок. Компания «Железные дороги Якутии» призывает грузополучателей равномерно планировать перевозки во избежание скопления поездов на подходе к станции Нижний Бестях в осенний период. Об этом сообщил заместитель гендиректора по стратегическому развитию ЖДЯ Алексей Местников на совещании с крупными грузополучателями. Он подчеркнул, что крайне необходимо упорядочить взаимодействие между компанией и грузоотправителями и получателями. Кроме того, с момента сдачи участка от АМОТ Нижний Бестях в постоянную эксплуатацию отмечается рост объемов грузоперевозок. А по прогнозам специалистов, к осеннему периоду ожидается максимальный прирост объема грузов. Алроса создаст 1500 рабочих мест в этом году, 2/3 из них в Якутии. Об этом заявил Сергей Иванов, генеральный директор компании. По словам Сергея Иванова, ситуация на мировых рынках кардинально изменилась. С января этого года цены на алмазы выросли почти на 20%. Все это позволит получать хорошую выручку, индексировать зарплаты и реализовывать социальные обязательства. А создать новые рабочие места позволит уровень добычи алмазов. С июля возобновились работы на 2 карьерах – «Заря» и «Зорница». В Айхальский ГОК в этом году устроили на работу 500 человек. Удачнинский комбинат готов к 300 новых кадров. Половина уже трудится. В управлении капитального строительства работу получили 200 человек. В планах еще 250. В связи с масштабными реконструкциями трасс Вилюй и Анабар появилась необходимость нарастить ресурсы МУАДа. К дорожникам присоединятся еще 400 человек. В группе сегодня свыше 2000 вакансий, из них порядка 1800 на территории Республики Саха-Якутия. Мы даже видим проблему с привлечением персонала. Соответственно, никаких активизаций мы в этом году по персоналу не планируем. Наоборот, штатная численность наших активов будет расти. Open-лекции в СВФУ рассказали о перспективах развития киберспорта в республике. Отмечается, что за компьютерным спортом будущее. О том, почему киберспортсмен, как и представитель других видов спорта, должен быть физически и морально выносливым, как университету следует развивать киберсоревнования и почему этот вид спорта перспективен, поведали на открытых лекциях Северо-Восточного федерального университета. Желающих стать киберспортсменом огромное количество, но людей, которые станут из этого, дойдут до самого конца и пойдут, их десятки. Их просто нужно уметь вытащить, отфильтровать и понять, вот, и потом еще собрать из них команду. Потому что в киберспорте нет индивидуальных дисциплин. Они все командные, в первую очередь. И человек, который играет, он может стать, там, может быть,
каким-нибудь Uber-игроком, но, к сожалению, если он не войдется, не сможет психологически себя собрать, то он, к сожалению, будущего в киберспорте не найдет, скорее всего. Потому что не может одна команда играть только на одного человека. Такое бывает, есть, но это редкость. Для киберспортсмена в первую очередь необходимо стандарт такой, это его девайс, это его хороший компьютер, выделенный интернет обязательно. И, наверное, свободный доступ в какую-то рабочую зону. Напомню, Open-лекции на протяжении всего августа и сентября проходят каждый четверг в 19 часов на стадионе «Юность» в сквере профессоров и Ю-66 общежития. В следующий четверг, 19 августа, лектором выступит ректор СВФУ Анатолий Николаев. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» после продолжительной паузы возвращается на российскую арену, сообщает «Спорт Якутии». «Заря» заявлена в высшую лигу чемпионата России в новом сезоне. Накануне команда из 9 футболистов прибыла в подмосковный Троицк. Там пройдет небольшая подготовка. Первый тур чемпионата России в конференции «Запад» стартует уже 4 сентября. По итогам сборов будет сформирован окончательный состав команды. За якутскую сборную продолжают выступать Афанасий Федоров и Джилустан Пестряков. Тренерский штаб работает над обновлением состава. Новых игроков планируют искать среди молодежи республики, а также студентов СВФУ. Российская телевизионная радиовещательная сеть отметила накануне 20-летия. В этом году РТРС признан лучшим работодателем отрасли телекоммуникаций страны. А в 2010-е годы РТРС создал крупнейшую в мире цифровую эфирную сеть. Она включает более 5000 передающих станций и дает возможность жителям страны принимать 20 эфирных телеканалов без абонентской платы. Филиал РТРС Якутии входит в структуру предприятия с 2003 года. Сегодня в филиале работают порядка 200 человек. Цифровая телесеть обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 95% жителей региона. В день рождения предприятия телебашни Якутска и других городов включили праздничную подсветку. Самый главный итог – это, наверное, все-таки даже мировой масштаб. Мы построили цифровую сеть телерадиовещания в России. Она составляет, вот просто вдумайтесь, это 5000 станций телерадиопередающих и больше 10 тысяч передатчиков установлено на ней. Вот. И мы покрываем практически всю территорию России. В республике это больше 95% населения сможет получать телерадиосигнал из эфира. То есть видеть наши передачи и слушать радио. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.